В 2001 году под предлогом борьбы с терроризмом США вводят войска в Афганистан. В 2003 году под надуманным предлогом США начинают очередную войну против Ирака. В 2004 году к НАТО присоединяются Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония. В 2006 году США, а затем и НАТО вводят экономические санкции против Ирана. За период с 2003 по 2009 год США разрушают и хаотизируют Ирак. В 2009 году к НАТО присоединяются Хорватия и Албания. В 2010 США начинают поставки оружия в разрушенный ими Ирак. Впоследствии это оружие станет основой боевой мощи, запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. С 2010 года наблюдается резкий рост религиозного экстремизма в Ираке и Средней Азии. В 2011 НАТО осуществляет демократизирующие бомбардировки Ливии. В результате Ливия разрушена и хаотизирована. В Ливии и соседних странах происходит рост религиозного экстремизма. США, Турция, Саудовская Аравия и Катар с помощью поддерживаемых ими банд религиозных экстремистов начинают террористическую войну против Сирии. В 2014 году США поддерживают переворот на Украине. Начинается война на Донбассе. В 2015 вновь разжигается конфликт в Нагорном Карабахе. В 2016 году происходит всплеск экстремизма в Европе. НАТО наращивает военную группировку у границ России. Начинаются террористические атаки на Казахстан. Вероятным развитием событий является увеличение террористической активности и рост религиозного экстремизма в Казахстане. Это может привести к хаотизации всей Средней Азии. Далее могут последовать массированные террористические атаки на территории России. Поддержка террористам может оказываться через хаотизированные территории Средней Азии, Закавказье и Украину. Под предлогом борьбы с терроризмом и необходимости защиты ядерных объектов НАТО может ввести свои войска с Запада. В результате, как это было уже неоднократно со многими странами, Россия может быть погружена в хаос непрерывной войны и может прекратить свое существование как цельное независимое государство. Гибель при этом десятков миллионов русских, как обычно, для США никакого значения не имеет.